Тренировка через 5 минут. Хорошо. Уже с 6:30 утра строгий голос наставника пробуждает от крепкого сна юных троеборцев. Это не прихоть тренера, того требует распорядок дня. Алексей Цыпаев с раннего возраста сам профессионально занимался плаванием. Вскоре после этого близкая по его спортивным навыкам спортивная дисциплина заняла особое место в его жизни. По его словам, выступая на соревнованиях в разных городах и странах, юных триатлонистов сопровождают как взлеты, так и падения. На спартакиаде России ребята заняли второе место, уступив лишь команде Москвы. По определенным причинам. Где-то кто-то, может, не доработал, где-то кто-то схалтурил. Но ребята выложились. Для Краснодарского края это достойный результат. То есть второе место. Сейчас готовимся, также эти же ребята будут отбираться и представлять в следующем году. Будем пробовать занять верхнюю строчку пьедестала. В качестве тренировки добегали, смотрели, тоже бегали на водопад и туда наверх. Триатлон или по-другому троеборье – вид спорта, состоящий из 3 этапов – плавания, велогонки и бега. Если выделяют различные модификации триатлона, то этот вид является самым популярным и входит в олимпийскую программу. По словам Алексея, спортсменам необходима постоянная поддержка и строгий отцовский контроль. Постоянно приходится подсказывать на своем опыте, где лучше встать на линии перед стартом, как лучше проплыть, где что сделать. Также по дистанции велосипеда, триатлон проходит, езда проходит по кругу, в зависимости от дистанции. Если там стандартная олимпийская дистанция, это 40 километров велогонки, соответственно, круги там делятся где на 5, где на 8 километров. То есть, и ты практически постоянно видишь спортсмена, и он по кругу проезжает, мимо, и тоже где-то кричишь, подсказываешь, где уехать, отъехать, ускориться или еще что-то сделать. Виктория Ахмедшина родом из Башкирии. После переезда в Краснодар занималась плаванием более 6 лет, а с недавних пор стала покорять триатлон и демонстрирует все возможности скорого ее выступления на Олимпийских играх. В горах очень хорошо тренироваться. Также бассейн тут есть. До бассейна тоже не просто поплавать. Сначала надо 1800 ступенек пройти. В Эстонии был первенство Европы. Там заняли в эстафете 4 место. В Австралии первенство мира было, в Португалии, в Польше. Среди 11 спортсменов наша съемочная группа не досчиталась одного. Диана Стрельчук после небольшой, но значительной для бегуна травмы проводит свое время здесь, в лечебно-оздоровительном комплексе, за чтением произведений Лермонтова. Я там ногу подвернула, из-за этого я утром не хочу. Сказали, пока отдыхать, на плавание хожу. И совмещаем пока. Неудивительно, что в наше время этот вид спорта завоевывает популярность среди молодежи, ведь это шанс для энергичного, развитого поколения продолжить свои увлечения уже на уровне олимпийской программы. В жизни Ильи Дубровина футбол занимает особое место, плюс страсть к велогонке, как итог – триатлон. Спустя какое-то время, год-два, уже собралась полноценная группа, собралось много людей, которые реально заинтересованы были. И, в общем, начали тренироваться уже как спортсмены, уже по всем видам. Открылся бассейн, начали полноценно бегать, потом нам доставили велосипеды, и мы уже начали на них ездить полноценно. И потом уже со временем начало все меньше и меньше людей быть, и уже сформировалась такая полноценная команда. Тут чистый воздух вообще. Кажется, вроде сейчас переакклиматизация, будет тяжело дышать. Нет, приезжаешь, тут свободно занимаешься. Красиво, хорошо и бегать по горам. Горная Ингушетия будто тоже вносит свой вклад в программу тренировок. Как рассказал тренер юниоров, зачастую место проведения соревнований становится настоящим испытанием для спортсменов из-за климатических условий. Теперь же все иначе. Извилистые тропы и горные подъемы закаляют и одновременно вдохновляют троеборцев на новые победы. Тамара Хшагульгова, Адам Мережков, Магомед Белакиев. Новости 24.